Эфир телеканала «Якутия-24» продолжит выпуск новостей. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. И вот о чем расскажем сейчас. Уголовное дело возбуждено по факту безвестного исчезновения 43-летнего жителя столичного микрорайона Марха. В Якутии продолжается нашествие сибирского шелкопряда. Чем это грозит и как борются с опасным вредителем? Прошла презентация наград и экипировки 21-й спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчары». Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми, проживающим на территории Российской Федерации. Размер выплаты составляет 10 тысяч рублей. Чтобы ее получить, необходимо обратиться в пенсионный фонд за назначением такой выплаты до 1 ноября текущего года следующим гражданам. Одному из родителей детей в возрасте от 6 до 18 лет или инвалидам или лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей. Минпред Якутии опубликовал список первых 5 свободных от коронавируса предприятий. Напомним, с 1 июля вступил в силу указ главы Якутии о создании безопасных условий для граждан при осуществлении деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей в период режима повышенной готовности на территории республики. Он распространяется на рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные, банкетные залы и иные предприятия общественного питания, а также фитнес-клубы, тренажерные залы, ночные клубы, караоке-залы и иные аналогичные объекты. В целях реализации указа Минпредом Якутии утвержден регламент включения в реестр организаций и индивидуальных предпринимателей, ведущих свою деятельность в соответствии с требованиями к безопасным зонам. Данные предприятия не ограничены ни по времени, ни по количеству своих посетителей. Главное условие – это чтобы их персонал и их гости отвечали требованиям вышеуказанным, то есть чтобы был предъявлен QR-код на входе, либо отрицательный ПЦР-тест. Я уверена, что данный список будет расширяться. У нас очень много предварительных заявок также от спортивных объектов, от фитнес-клубов. Ну и общественное питание, конечно, очень заинтересовано в том, чтобы поучаствовать в этом эксперименте. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления убийства по факту безвестного исчезновения 43-летнего жителя микрорайона Марха. По данным следствия, днем 29 июня мужчина выехал на своем автомобиле с территории своего дома и до настоящего времени о своем местонахождении не сообщает, связь с ним отсутствует. 30 июня в лесном массиве Маганского тракта принадлежащая ему автомашина была обнаружена. При ее осмотре у следствия появились основания считать, что мужчина мог стать жертвой преступления. В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела проводятся следственные и оперативные мероприятия. В Якутии продолжается нашествие сибирского шелкопряда. Массовое размножение шелкопряда наносит лесному хозяйству республики серьезный урон, второй по значимости своей опасности после лесных пожаров. В период массового размножения на каждом дереве может находиться от 200 до 2000 гусениц. Чем это грозит и как борются с опасным вредителем, выясняла наш корреспондент Надежда Саханская. Десятки гусениц на одном дереве и таких пораженных лиственниц сотни и тысячи. Так выглядит нашествие сибирского шелкопряда в Якутии. Массовому распространению такого насекомого способствует несколько факторов. Это жаркое лето, отсутствие дождей и снежная зима. Первые новости о нашествии сибирского шелкопряда появились в начале июня. В то время вредители обнаружили в Хангаласском районе и на территории Мархинского лесничества. Тогда сообщалось, что площадь распространения шелкопряда составляет около 700 гектаров. Сейчас в Центральной Якутии установлены фитосанитарные зоны в местах распространения шелкопряда, где ведутся работы по локализации и ликвидации очагов вредителей. На данный момент мы обработали больше 70%. Обработка у нас проводится в основном в ночное время и поздневечернее. Приблизительно при хороших погодных условиях, при отсутствии задымленности работы планируется закончить до начала следующей недели.
Самая крупная вспышка поврежденных лесных массивов была зафиксирована в Якутии с 1999 по 2003 годы. Тогда территория заражения шелкопрядом достигла 8 миллионов гектаров. Учитывая, что подобное явление циклично, специалисты не расслабляются и прогнозируют риски к ближайшей осени. Осень этого года мы прогнозируем увеличение численности и увеличение площадей этих очагов в Намском районе до 600 тысяч гектаров, в Мегино-Кангаласском до 20 тысяч гектаров, в Ангинском тоже 20-30 тысяч гектаров площадь будет. Биологические инсектицидные препараты – один из эффективных методов борьбы с такими вредителями. Для уничтожения шелкопряда используется особый препарат клонрин, используемый для борьбы с широким спектром вредителей. Данный препарат имеет 3-й класс опасности. Он безопасен для людей и крупного рогатого скота. Вот он, опасный вредитель хвойных лесов Сибири и Дальнего Востока. На одном дереве может находиться по нескольку подобных гусениц. Однако результаты химической обработки видны невооруженным глазом. Отметим, что обработка лесов республики продолжится. На дорогах, ведущих к очагам распространения сибирского шелкопряда, появятся информационные плакаты о запрете посещения участка, а также о карантинном сроке. В связи с этим местным жителям не рекомендовано посещать лес и собирать грибы, ягоды и лекарственные травы. Надежда Саханская, Семен Семенов. Самолеты авиакомпании «Алроса», которые летят из Якутска в Москву, дозаправляются в Мирном. Напомним, регулярные рейсы по этому направлению авиакомпания запустила месяц назад. Дозаправка в алмазной столице воздушных судов связана с тем, что в аэропорту Якутск производится ремонт взлетно-посадочной полосы. Вместо привычных 3 километров 400 метров сейчас протяженность полосы чуть более 1,5 километров. И чтобы воздушное судно взлетело с полной коммерческой загрузкой, дозаправку делают в Мирном. В алмазной столице пассажиры не покидают свои места, поэтому в технологии дозаправки главное – безопасность. В обязательном порядке к самолету подгоняются 2 трапа. Рядом дежурит пожарно-спасательная команда и агенты службы организации перевозок аэропорта. Это касается в первую очередь тормозной системы. Ну, понятно, что полоса короткая, она должна быть полностью в исправном состоянии. Надо отметить, что наши воздушные суда, они все оборудованы так называемыми карбоновыми тормозами, не стальными. Это позволяет более эффективное торможение. И второе, это обязательно система реверса воздушного судна, это воздушный тормоз так называемый, который используется тоже при побеге. Вот эти 2 ключевых фактора, люди и техника, позволяют нам сегодня безопасно выполнять эти непростые полеты. Не все авиакомпании согласились на выполнение этих полетов. Время полета из Якутска в Москву авиакомпания «Алроса» с дозаправкой в Мирном составляет чуть более 7 часов. Это самый оптимальный и дешевый вариант перелета в столицу России. Выполнение таких рейсов – дело непростое. Летный состав авиакомпании «Алроса» проходил специальную подготовку. Тренировались, совершали взлеты и посадки на полосе, которая имитировала взлетно-посадочную полосу аэропорта Якутск. Без этих процедур пилоты не допускаются к рейсам с дозаправкой. Также есть серьезные требования к поддержанию летной годности воздушных судов. Так как он меньше берет топлива в аэропорту Якутск, он может взять больше пассажиров. И для того, чтобы долететь до Москвы, например, как этот рейс 560-й, здесь производится посадка в аэропорту Мирный на дозаправку. Специалисты компании «Алроса» провели эксперимент по высеиванию сосны в Удачном. На 2 участках общей площадью 1 гектар посеяли 1 килограмм семян сосны обыкновенной. Экспериментальные территории – это отработанный карьер «Огонек» и участок в районе Старого города. Имеют разный плодородный потенциал и преимущественно песчаный грунт. Оценить первые результаты всхожести и приживаемости сосновых семян можно будет уже в сентябре этого года. А через год специалисты смогут зафиксировать результаты посевов. При 100% всхожести на участках может вырасти до 170 тысяч деревьев. Эти семена у нас использовались при выполнении лесовосстановительных работ в Мирнинском районе под Мирным. Приобрели мы их в питомнике Иркутской области, северный питомник. Они сертифицированы и пригодны к произрастанию в нашем регионе. Наша цель была проведение такого эксперимента. Это не только расширение зоны произрастания сосны и увеличение биоразнообразия в регионе присутствия «Алросы», но и, конечно же, украшение населенных пунктов для жителей, которые живут в наших городах.
Накануне руководители Организационного комитета по подготовке и проведению 21-й спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчары» в преддверии главного спортивного события этого года представили уникальные наградные комплекты и экипировку Организационного комитета на организаторов, главного судейского корпуса, судей, представителей СМИ, факелоносцев, эстафеты огня спартакиады. Презентована наградная атрибутика и подписано соглашение со спонсором группа компаний «Толока», которая выставила на приз «Ладу Весту» для спортсменов, для победителей стрельбы из лука. Программа подготовки начинающих тренеров по танцевальному спорту в Якутии стартовала накануне. В одном из танцевальных классов Якутска начались теоретические лекции, которые сменились практической частью. Программа преследует несколько целей. Одна из них – это увеличение количества занимающихся танцевальным спортом. Подробнее в сюжете Валерии Наумовой. Лекции, конспекты и семинары – все как в обычной учебе. Но программа для танцоров отличается большим количеством практических часов. Стартовал первый этап подготовки молодых тренеров. В Якутск приехали спикеры из Москвы и Новосибирска. Такой формат мероприятия на данный момент единственный в России. Инициатива провести подобную программу у нас созрела давно, еще в 2019 году. Предложил ее наша президент Союза танцевального спорта Людмила Николаева. Под ее эгидой мы проводим это мероприятие. Полгода в ритме танго, а может быть и в ритме вальса. Зачем выбирать? Ведь на стартовавшей программе по подготовке начинающих тренеров будут освещаться все виды спортивных бальных танцев. Мы будем изучать все бальные танцы, европейскую и латиноамериканскую программу, но в том числе мы также будем знакомить молодых тренеров с различными видами хореографии, которые позволят им воспитывать учеников более многогранно и гармонично. Первый в России такого формата проведения мероприятия, когда Танцевальный союз воспитывает молодых тренеров, приглашая классного уровня специалистов. Когда смотришь со стороны, кажется, что это легко. Мягкие шаги, тягучие позы, но стоит попробовать самой, понимая, что за летящими шагами скрыто мастерство, наработанное годами. Ведь за пару минут танцор испытывает те же нагрузки, что и, например, пловец. По истечению программы подготовки и при выполнении заданных целей в Якутске должно увеличиться количество спортивных клубов, инструкторов по танцевальному спорту и численность занимающихся танцами. Валерия Наумова, Павел Пахомов, Якутск. К этому часу пока вся информация. Оставайтесь на нашем телеканале.